есть задачи из 9 класса, которые встречаются в 10, из 10, которые встречаются в 11. И есть даже одна задача, которая прошла по всей параллели, то есть с 9 по 11 класс. Поэтому я рекомендую послушать вам все полностью. Тем более, что какие-то критерии, они для аналогичных задач повторяются и вам будут наверняка полезны. Это касается и старших классов, и касается 9 классов, 10 классов. Вам еще участвовать в следующем году, я надеюсь. Вы Секунду, придет задержка. Вот сейчас все звук. Извините, небольшая техническая у нас неполадочка была. Так что, если не совсем меня расслышали, рекомендую посмотреть полностью разбор всех задач. Задачи у нас повторяются. И поэтому вам будет полезно знать, как оцениваются те или иные задачи. Те ребята, которые придут в следующие года, посмотрите уровень задач, которые встречаются для более старших классов. Вам это, я думаю, будет достаточно полезно. Так, и по поводу апелляции, давайте сразу организационный момент. Значит, апелляции у нас подаются завтра. В первую очередь я бы хотела вас предупредить, что не торопитесь подавать апелляцию, что называется, всей толпой, всем скопом. Сначала послушайте, за что мы баллы ставим, возможно, поймете, почему вам были проставлены те или иные оценки. Внимательно посмотрите свои работы. Мы постарались в этих работах ваши недочеты как-то подчеркнуть, подписать, то есть чтобы вы знали, в каких моментах вы допустили ошибку, где ваши рассуждения были ошибочны, недостаточны, может быть. То есть посмотрите внимательно свои работы, постарайтесь понять, что мы не занижали вам баллы, мы все баллы проставляем в соответствии с критериями. Некоторые критерии имеют особенности по некоторым задачам, сейчас их мы тоже с вами обсудим. И также хочу еще напомнить, что по результатам апелляции оценка может быть не только повышена или оставлена без изменений, но и понижена. То есть, если вы подаете апелляцию, будьте готовы ко всему. То есть, оценка не обязательно повысится. Ну, а скорее всего, оценка на самом деле останется без изменений, потому что все работы проверялись двумя независимо друг от друга экспертами. И для работ, в которых были сомнения, работы, в которых баллы первоначальной оценки различались, проверялись мной. Ну и, честно говоря, практически все работы через мои руки прошли. Я практически все задания смотрела, как они оцениваются, смотрела. И я могу объяснить практически за каждую задачу, почему проставлено то или иное количество баллов. Поэтому в апелляции чаще всего я объясняю, почему поставлены те или иные баллы. И тогда сразу же в апелляции вы должны указывать причину, по которой вы считаете, что работа оценена или какое-то задание оценено неверно. То есть просто писать «я считаю, что задача номер 5 оценена неверно» – это не апелляция, это просто, не знаю, попытка еще раз услышать все, что я буду сегодня рассказывать. То есть даже не услышать, а увидеть это напечатанным образом в протоколе. Если вы действительно видите, что проверяющие пропустили какой-то важный момент, вот тогда вы должны указать, что я вот в таком-то абзаце написал, что у меня то-то, то-то, а вот это проверяющие не учли. Согласно критериям, предположим, это оценивается в 2 балла, а мне эти 2 балла не поставили. Вот тогда это обоснованная апелляция, и очень может быть, что мы действительно учтем, что потерялись какие-то баллы, кто-то не досмотрел, хотя такое маловероятно. Но тем не менее, апелляция должна быть обоснована, а не просто пересмотрите такие-то, такие-то задания. По окончании вебинара, я думаю, что мы с вами как минимум час поговорим, а может даже и больше. Поэтому давайте договоримся, что где-то с 7 часов сегодня, часов до 9, 2 часа как минимум, может быть, даже с кем-то я и побольше пообщаюсь, я буду находиться в чате. Соответственно, вы мне можете писать
вопросы какие-то, и если вы можно до подачи апелляции обсудить оценку того или иного задания. То есть не обязательно делать это именно официальным образом через апелляцию, можно в чате со мной обсудить оценивание той или иной задачи, и, возможно, даже произойдет изменение оценки какого-то задания, если это изменение будет оправдано, обосновано, если я вам поверю. Так, ну давайте приступим с вами к решению задач, к разбору решений задач, предложенных авторами. Как мы знаем, большинство задач могут решаться разными методами, соответственно, не обязательно, чтобы ваше решение совпадало с тем, которое предложено. Мы разберем авторское решение. Итак, начнем с 9 класса. Первая задача, предложенная для 9 класса, у вас на экране видна. Это задача, в которой несколько есть множеств, состоящих из конфет, и малыш делит эти кучки конфет и соединяет. Необходимо было просчитать, может ли он эти кучи конфет поделить и соединить таким образом, чтобы количество конфет было равным. С этой задачей справились у нас практически все участники. Вот у меня протокол лежит. Поэтому те, кто решил задачу, сейчас могут улыбнуться тому, что они хорошо решили. Ну, тот, человек, который, к сожалению, что-то где-то не досмотрел, посмотрите решение. Решения потом будут позже выложены. Но само решение очевидно. Надо было просчитать, сколько всего конфет, а их у нас 55 штук, выяснить, что за один ход количество куч может увеличиться на одну и стать 10, будь равной 11, и уменьшиться на одну стать 10. Понятное дело, что 55 мы можем разделить на равные 11 куч по 5 конфет, и далее остается придумать способ поделить эти кучи на соответствующее количество конфет. Предложено здесь вот вариант, когда мы соединяем кучки, которые в сумме дают 10 конфет, то есть, например, кучу с 1 и 9 конфетами, потом делим пополам. Ну, а кучу из 10 конфет просто делим пополам, и вот мы получаем нужное решение. Понятное дело, что можно было предложить и другие способы решения. В решении должен был быть описан алгоритм, как появилось соответствующее количество кучек, содержащих 5 конфет. Ну, как я уже сказала, большинство справилось с этой задачей, вот, поэтому давайте перейдем к следующей задаче, с которой справилось меньшее количество людей. Итак, вторая задача для 9 класса. Так, у нас 10 различных целых чисел, отличающихся хотя бы на 10. n, да, различных целых чисел. Известно, что сумма квадратов трех наибольших наибольших меньше, строго меньше 3 миллионов. И то же самое сказано про 3 наименьших числа. Необходимо было выяснить, каково наибольшее количество чисел можно написать на доске. В этом решении, конечно же, могла быть проблема, связанная с пониманием того, что числа целые. А целое это не значит только положительные, поэтому если в ответе вы рассчитывали только положительные числа, то данное решение, небольшое количество баллов, по-моему, за это давалось. Сейчас, секундочку, да? Угу. Но, тем не менее, надо помнить, что числа есть положительные, есть отрицательные. Что нужно было сделать? Нужно было придумать, конечно же, 3 самых больших числа, которые удовлетворяют данному требованию. Отличие между ними не более... хотя бы, да, на 10, значит, эти числа будут самыми большими, если мы придумаем ситуацию, когда они отличаются ровно на 10. Вот эти моменты тоже необходимо расписывать. То есть почему мы выбираем в качестве 3 наибольших чисел числа, различающиеся на 10, хотя по условию написано хотя бы на 10.
Вот уже смотрите, раз нужно было какое-то пояснение. Далее, просчитывая величину этих чисел, можно было их просчитывать в общем виде, то есть используя переменную x, например, обозначив через x самое большое число или среднее, то есть второе по величине число, и разрешив квадратное неравенство. Либо можно было каким-то образом заметить, что, понятное дело, каждое из этих чисел где-то находится в районе 1000. Ну и даже можно методом подбора, как и у авторов предложено, показать, что числа 990, 1000 и 1010 у нас не подходят, а уже на единицу меньше, то есть 989, 999 и 1009 подходят. Это можно считать доказательством того, что наибольшие числа, которые написаны на доске, равны 989, 999 и 1009. После этого нужно было заметить, что наименьшие числа могут быть такими же по модулю, но отрицательными. Или можно было посчитать количество положительных чисел, которые отличаются хотя бы на 10, и самые большие из них удовлетворяют требуемым условиям. Мы можем подсчитать, что положительных чисел у нас не более 101, отрицательные точно так же не более 101, и кроме такой оценки необходимо было выписать пример. Например, видите в решении такое количество, 202 числа, удовлетворяющих условию задачи числа, могут быть представлены в виде следующего числового ряда. В оценке данного задания 5 баллов дается за обоснование, за доказательство того, что чисел не более 202. За пример дается 2 балла. То есть, если вы не указали пример, то максимальное количество баллов за данное задание вы получить не могли. Тем не менее, некоторые примеры приводили не в неявном виде, то есть не вот так выписано, да, как здесь в рядок, а указывали, что наибольшие числа там 1009, 1999, остальные числа, предположим, составляют арифметическую прогрессию с разностью 10. Далее было написано тогда наименьшее число 9, да, из положительных чисел. И точно так же обосновать пример, описать пример. То есть не перечислять, а описать пример. Это тоже мы засчитали как предъявление примера, удовлетворяющего условия задачи. Тогда мы тоже 2 балла за пример ставили. Но лучше было бы, конечно, просто выписать. Значит, что по поводу снижения баллов? Значит, среди оснований для снижения баллов были задачи, в которых, например, было доказано, что числа 990, 1000 и 1010 не подходят, но не было показано, что меньшие числа подходят, что подходят числа 989, 999, 1009. Это необоснованная оценка. То есть, если вы говорите, что какой-то вариант не подходит, вы должны предложить тот вариант, который подходит. Балл снижен. Кто себя узнал? Понимаете, да? Дальше. Были задачи, в которых не объяснялось, почему среди чисел в границах от минус 1009 до 1009 может поместиться ровно 202 числа, удовлетворяющих указанному условию. То есть где-то считалось, что мы формально можем сами это подсчитать. Ну, мы это считать не должны, это должно быть указано в решении. Поэтому за это тоже баллы снимались. Ну, вот такая задача, по сути, несложная, но надо было доказать, надо было хорошо описать это доказательство. Вот, обратите внимание, да, доказательство того, что положительных чисел не больше 101, я чуть раньше об этом говорила, за это можно было получить 3 балла. Ну, у кого-то даже, наверное, такие баллы есть. Следующая задача, третья задача. Так, задача про игру, игровая задача. Была похожая задача, но немножечко с другими условиями для 10 класса. Ну, а для 9 класса она звучит таким образом, что Коля у нас рисует крестики в любой клеточке поля размером 8 на 8, а Дима накрывает прямоугольничками 1 на 2. Они тут условно названы доминошками. Значит, для 9 класса начинает у нас Дима, как видите.
И далее они действуют друг за другом. И нам нужно выяснить, кто из игроков имеет выигрышную стратегию и, естественно, эту стратегию описать. То есть, если вы просто пишете, что у нас выигрышная стратегия для Коли, это не доказательство, это ответ без решения. Поэтому кто стратегию не описал, недостаточно хорошо описал, естественно, задача хорошо не могла быть решена. Итак, вы видите в ответе, что выиграет у нас Коля. Значит, одна из стратегий, один из способов действия для Коли, приводящая к его выигрышу, приведена у нас в решении. Значит, для этого Коля у нас должен ставить крестики таким образом, чтобы они не оказывались рядом друг с другом. Так как мы знаем, что ему нужно поставить как можно больше крестиков, то наиболее удобное расположение этих крестиков можно описать как, например, клеточки одного цвета на шахматной доске. Таким образом, его стратегией является расстановка крестиков только, например, на клеточки, соответствующие черному цвету, если раскрасить доску шахматным образом. Ну а Дима у нас ставит хоть куда, что называется. Каким образом мы показываем, что Дима не может сделать свой ход? То есть просто стратегия – это еще не окончание. Надо доказать, что она приведет нас к выигрышу. Итак, смотрите. Коля действует по стратегии, Дима ставит куда-то доминошку. Каждая доминошка покрывает белую и черную клеточку, соответственно, уменьшает на единицу количество ходов для Коли. Всего у нас черных клеточек 32 штуки. Значит, получается у нас, что за 16 ходов Коля расставляет 16 крестиков на черные клеточки, а следом за ним Дима закрывает 16 черных клеточек в паре с белыми клеточками. После этого 16-го Диминого хода, а суммарно 32-го хода, да, у нас получается, что половина черных и белых клеточек закрыта доминошками, а на оставшейся половине все черные клеточки имеют крестик, все белые крестика не имеют. Соответственно, нет ни одной пары клеток, в которых было бы четное количество крестиков. Везде в одной крестик есть черный, в другой нет. И Дима у нас не может сделать ход. Значит, как вы видите, в комментариях мы видим, что 0 баллов, если у нас был предъявлен верный ответ, то есть написано, что Коля выиграет. Если же предъявлена стратегия, вот Коле без обоснования, что приводит к выигрышу, за это можно было получить 5 баллов. Ну, на самом деле, конечно, на мой личный взгляд, это многовато, но если у кого-то такая стратегия имелась, мы 5 баллов ставили. Несколько человек у нас 5 баллов получили, у кого-то более подробно описано, у кого-то менее подробно описано. Значит, что по поводу снижения баллов? Значит, была работа, где стратегия была описана как простановка клеток на диагонали. Что такое диагонали? Ну, для клетчатой доски это не совсем понятно. Объяснить это попытался учащийся на рисунке, но отметил он не все клеточки. Соответственно, мы можем считать, что он не понимает, что такое диагональ, и его стратегия описана неверно. Понятное дело, не 0 поставили, балл снизили, но тем не менее это все-таки неверно описанная стратегия. Далее. Была работа, где стратегия была прописана для Коли, но, к сожалению, не до конца участник смог просчитать, к чему это приведет, и в итоге эта ошибка привела к тому, что в ответе оказалось, что выиграет Дима. К сожалению, это, вы понимаете, это неправильно решенная задача. Далее была у нас тоже работа, в которой в описании стратегии прозвучали такие слова, что в конце концов клеток не останется. Ну, что такое в конце концов? Все-таки это математическая задача, она имеет математическое решение, и не в конце концов, а нужно все-таки описывать, когда наступит ситуация, что у Димы не будет хода. Почему не будет хода? То есть так как вот сейчас мы в решении описали, это тоже должно было присутствовать
вашей работе. Мы балл там незначительно, по-моему, снизили, но тем не менее снижение балла есть. То есть это не полное описание стратегии. Так, это третья работа. Задача. Четвертая задача. Она была предложена для всех классов, то есть и 10, и 11 классы. Вот такая задача. Сразу скажу, задача непростая. Задача, в которой решаемость, практически нулевая. Один человек из всех 3 классов справился с этой задачей, причем, так скажем, его окончательное решение, то есть начало совпадает с авторским, а в окончании этого решения есть расхождение с тем, которое предложено автором задачи, но на наш личный взгляд, на взгляд жюри, это решение хоть отличается, но обоснованное, поэтому мы оценили решение в максимальное количество баллов. Давайте на саму задачу посмотрим. Простое число больше 3, и нам нужно было доказать, что есть натуральное число, которое меньше половины этого простого числа, такое, что число вида py плюс 1 нельзя представить в виде произведения 2 целых чисел, каждое из которых больше y. Понятное дело, что раз число p простое, то его можно было представить в виде нечетного числа, в виде 2k плюс 1. И, соответственно, натуральные числа, которые меньше p пополам, в нашем случае это числа из набора от 1 до k. Вот они у нас представлены. Итак, значение y, которое может приобретать всего k штук у нас от единицы до k включительно, можно заметить, что это число равно у нас чему? Так, p минус 1 пополам. Да? Это может быть потом пригодится нам. Итак, мы представляем, что такое разложение существует, обозначаем его через произведение a с индексом y и b с индексом y, где каждое из этих чисел по условию строго больше y. И далее мы с вами попробуем разбирать, какие варианты может принимать данные числа. Они у нас больше единицы, так как y у нас начинается с 1, а и b больше y. Соответственно, мы можем также увидеть, что они оба меньше p, иначе бы не удовлетворяло условию тому, что y равняется, сейчас, секундочку, так, что y это у нас число, которое при умножении на p в сумме с единицей дает произведение a на b. Вот этому условию, видите, у нас равенство не выполняется. Поэтому возможности для выбора этих чисел у нас... их у нас вариантов p-1, и каждое из этих чисел у нас находится во множестве из p-2 чисел, то есть на единицу меньше. Единицу мы исключили вот выше чуточку. Сейчас. Вот, а и b строго больше 1. Соответственно, в этом наборе как минимум найдется 2 равных числа. Эти равные числа были обозначены авторами D. Так, и далее, рассматривая это D, выяснилось, что решение тут длинное, да? Итак, равные. Мы числа можем переставлять в наборах, поэтому вот договорились, что это равные индексы, то есть А с индексом Y и B с индексом Y равны D. Далее рассмотрено, что PY плюс 1 в этом случае может быть представлено в виде D квадрат, и по формулам разложено выражение d квадрат минус 1. Так, и выясняется у нас, что d квадрат минус 1, которое равняется py по условию, конечно же, должно делиться на p. p по условию простое число, следовательно, либо d минус 1, либо d плюс 1 у нас должно делиться на p. Так как у нас оба из этих чисел не превосходят p, то, соответственно, такое деление может происходить только в случае, когда d плюс 1 у нас строго равно p, ровно равно p. И далее мы видим, что получается у нас противоречие, задача вот приведена, да? То есть для случая, когда индексы у нас совпадают, не получается, да? Так, если у нас индексы разные,
то тоже вот приходит к противоречию. Но я вам рекомендую эту задачу аккуратненько поизучать. Задачи такого плана у нас постоянно каждый год входят в тексты олимпиад, ну и вызывают затруднения. Да, это задачи, в которых нужно было там перебирать варианты, просчитывать значения, которые могут принимать индексы, применять делимость и так далее. Задачу пробовали решать, но, к сожалению, были работы, в которых была ошибка, вычислительная ошибка в самом начале, ну и понятное дело, что это не могло привести нас к решению. Была задача, в которой пришли к уравнению квадратному, но почему-то решили, что это уравнение будет иметь целые числа, только если дискриминант, который выражен был как квадрат чего-то там минус какое-то число, что обязательно это число должно вычитаться. Но разность квадратов ведь может дать нам квадрат другого числа, 5 в квадрате минус 4 в квадрате равно 3 в квадрате. То есть, ну вот опять же ошибка, и понятное дело, что дальше у нас решение было неверно. Были работы, в которых данное утверждение было просто показано на одном числовом примере, то есть взяли конкретное число p и убедились в том, что оно не подходит. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это частный случай, а из частного случая мы делать выводы не можем. Мы можем лишь предположить, а потом доказывать в общем виде. Так, в комментарии указаны критерии, по которым оценивалась данная задача. Ну, по данным критериям мы никому баллы не ставили, не потому что не хотели вам ставить баллы, а потому что никто не не выполнил те доказательства, которые представлены. То есть, ну, не дошли даже до этого большинство. Так, ну давайте перейдем к следующей задаче. Следующая, пятая задача, традиционная задача по геометрии, традиционно, опять же, связанная с окружностями. Это уже, скажем так, много лет наблюдается, поэтому если вы готовитесь к Олимпиаде, то обратите внимание на задачи, в которых встречаются окружности, вписанные, описанные. Это вам пригодится точно. Сама задача у нас несложная была, несложная, ну так, секундочку. Так, она предложена для 9 и для 10 класса была. Да, несмотря на ее несложность, к сожалению, решили не то, что недалеко не все, а вообще решил один человек полностью. Один человек доказал утверждение, которое можно было бы оценить, и там мы небольшое количество баллов поставили. Так вот, давайте саму задачу посмотрим. Четырехугольник описан около окружности. Нам нужно доказать, что диаметр этой окружности не превосходит длины серединного отрезка, то есть отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD. Главная, конечно же, идея, которая здесь используется, это условие того, что четырехугольник может быть вписан в окружность. Мы знаем, это сумма длин противоположных сторон. Ну и связь площади любого многоугольника, описанного около окружности, и его периметра. В связи с равенством сумм длин противоположных сторон для нашего четырехугольника это условие, которое имеет номер 1, может быть записано в виде, что площадь равняется сумме сторон BC и AD, тех самых сторон, к которым середины проведены, умноженных на радиус описанной окружности. Давайте посмотрим на рисунок. Вот он предложен, рисуночек. Значит, что нам нужно было сделать? Так как у нас M и N являются серединами сторон, а мы условие используем площадь, то, конечно, можно было посмотреть на площади треугольников, которые у нас опираются на стороны BC, ну, а точнее, которые опираются на половинки, на половины отрезка BC. Очевидно, что площади треугольников BAM и MAC равны, да, опираются они на стороны равные по величине, имеют общую высоту. И такой же вывод мы можем сделать про площадь треугольников ACN
NCD. А значит, площадь четырехугольника AMCN, так, где у нас тут написано это? Да, вот площадь четырехугольника AMCN равна половине площади исходного четырехугольника. Вот, площадь исходного четырехугольника равна удвоенной площади AMCN. Далее сам четырехугольник AMCN разбиваем на два треугольничка. Это треугольничек AMN и MNC. Вот они здесь написаны. Площадь каждого из треугольников может быть найдена как половина произведения любых двух сторон на синус угла между ними. Синус у нас не превосходит единицы, а значит площадь каждого из треугольников не превосходит половины произведения любых двух сторон. А значит, с учетом того, что тут у нас еще есть двойки, мы получаем, что данная сумма не превосходит вот такого вот произведения. Видим, что в этом произведении участвует общий отрезочек МН, при вынесении которого за скобки мы легко получаем выражение, что площадь четырехугольника ABCD не превосходит половины произведения МН и суммы AD и BC. Если мы вернемся сейчас к тому, что площадь этого четырехугольника равна вот такому выражению, мы получаем, что это выражение не превосходит вот этого выражения. Ну и сократив равные суммы AD плюс BC, мы получаем требуемое неравенство MN больше либо равно удвоенного радиуса больше либо равно диаметра. Ну, вот такое вот решение. Решение несложное, как вы видите. Ну и что можно было получить? Вот кто вспомнил такое равенство, что о связи площади четырехугольника и радиуса вписанной окружности, тому уже можно было поставить 1 балл. Ну вот, по-моему, мы этот 1 балл где нашли, там и проставили. Вот. Если вы просто написали какие-то общеизвестные утверждения, например, про сумму противоположных сторон, видите, за это баллы не добавляются. Это считается естественным. Если вы пришли на Олимпиаду по математике, такие простые вещи вы, конечно же, знаете. Так, ну давайте мы с вами пойдем по 9 классу до конца. То есть на этом первый день у нас закончен. Ага. И сейчас ко второму дню перейдем. Единственное, я про еще 5-ю задачу хочу сказать, что некоторые решили задачу, в которой четырехугольник ABCD является трапецией. Ну и доказали практически до конца. Дело в том, что если вы рассматриваете вместо четырехугольника общего вида четырехугольник какого-то частного случая, частного вида, более простого, например, трапеция, то вы решили не предложенную задачу, вы решили более простую задачу. Но Олимпиада подразумевает решение сложных задач, а не более простых задач школьного уровня. Поэтому если вы решили более простую задачу, то без дальнейшего, конечно, продвижения, то это 0 баллов. Если бы вы, опираясь на доказательства, связанные с трапецией, перешли бы к тому, что четырехугольник отличен от трапеции, какие-то хотя бы выкладки начали, что вы вот эту более простую задачу доказали как предпосылку для решения более сложной, тогда можно было бы задачу оценить там, в 2-3 балла, как вспомогательное утверждение. Если же вы решаете другую задачу, это 0 баллов. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни считали, что это полезная вещь, пока вы ошибочно прочитали условия, задача решена в 0 баллов. Это не решение. То же самое была более простая задача решена в некоторых работах, считая, что середины отрезков, которые были выше предложены, это являются точками касания. Но это же далеко не всегда так. Опять же, решена более простая задача. Если нет иных подвижек, иных продвижений, значит это неправильное понимание условий. Это 0 баллов. Поэтому не удивляйтесь тому, что вы там написали на 3 страницы и получили за это 0 баллов. Вот, кстати говоря, в критериях как раз, да, вот, под буковкой В специально показываю. Баллы не выставляются за старание. То есть какой бы ни был огромный текст, если в нем нет продвижений в решении задач, никаких баллов дополнительно мы не ставим. Поэтому, пожалуйста,
на этом мы не останавливаемся. Так, теперь перейдем к задачам второго дня для 9 класса. Задача номер 6. Была аналогичная задача, но немножечко с другими условиями для 8 класса в Олимпиаде Эйлера. Там скорость отличалась более сильно, чем для 9 класса. Ну и кто, если смотрел вебинар для 8 класса, вам уже эта задача понятна. Значит, с этой задачей очень многие справились практически хорошо или с небольшими недочетами. Задача, в которой два участника стартуют по круговой дорожке. Да, по круговой дорожке. И один из них, который бежит с меньшей скоростью, всегда бежит в одном направлении. Другой, это у нас Миша, который бежит со скоростью на 2% больше, может повернуть направление бега, да, в любой момент может побежать в другом направлении. Нас спрашивают, может ли Миша как-то так бегать, чтобы встретиться с Петей трижды, пока тот просто бежит еще свой первый круг. Значит, стратегия понятна, что сначала они бегут в одном направлении, Миша пробегает половину круга, возвращается назад, продолжает бег свой до встречи и далее, пробежав небольшое расстояние, вот здесь, смотрите, предложено говорить, пробежит положительное расстояние эпсилон. И описано, что это расстояние должно быть меньше 1/100, чем, так, это, по-моему, да, полный круг. Тогда он успеет, развернувшись, до стартовой точки догнать Петю, соответственно, встретиться с ним третий раз. И вот этот момент как раз очень тонкий, который надо было описать либо вот так прям с вычислениями, либо, посмотрите, по критериям, да, можно было хотя бы написать достаточно малое расстояние. Если вы хотя бы написали, что немножечко можно пробежать после второй встречи, то мы ставили 7 баллов, не снижая, даже если вы не описали конкретно, сколько пробежит. Хотя были работы, в которых эти вычисления были аккуратно проведены. Так, по поводу оценивания, значит, вот если вы написали хотя бы немножечко пробежал достаточно малое расстояние, немножко пробежал и вернулся, такие задачи, решения у нас были, то мы ставили смело 7 баллов. Если же вы писали «сразу развернулся», то есть встретил второй раз, сразу развернулся, побежал назад, то за это ставится 5 баллов. Это был комментарий к решению аналогичной задачи для 8 класса в Олимпиаде Эйлера. Поэтому мы решили теми же соображениями руководствоваться и ставили за такое решение 5 баллов. К сожалению, это неверное решение. Сразу же развернулся, это не значит следующая встреча, третья. Это та же самая вторая встреча. Поэтому не удивляйтесь. Были работы, в которых стратегия была описана не так вот очень-очень интуитивно, очень описательно. Не было написано, когда поворачивает Миша, можно ли ему в этот момент поворачивать. Ему же можно поворачивать, если он полкруга пробежал. А если вы не написали, что он пробежал полкруга, значит, условий не описана стратегия полная. В этом случае, конечно, мы балл тоже снижали, то есть ставили 2, 3, 4 балла в зависимости от иного описания решения, то есть что там в итоге получилось. Так, следующая задача. Задача про хамелеонов двух цветов. Так, по-моему, тоже, да, была задача, если не ошибаюсь, для 8 класса аналогичная. Я себе вот пометочку не сделала. Да, сделала. Была аналогичная задача в 8 классе. Давайте для тех, кто видит первый раз, или для тех, кто не знает, как решать, вы еще решение не видели, давайте ее прочитаем. Итак, есть у нас какое-то количество хамелеонов, 2019 хамелеонов, которые могут иметь окраску зеленого и коричневого цвета, при этом зеленые всегда говорят правду, а коричневые врут и при этом зеленеют. Нам известно, что все хамелеоны называли разные числа,
вот в ряду от 1 до 219, до 2019. Ну и нам нужно узнать, какое наибольшее количество зеленых хамелеонов могло быть изначально. Значит, в этом решении мы должны описать, доказать, что два хамелеона для наибольшего количества зеленых подряд идущих не могли быть зелеными. То есть вы должны были написать, что если два хамелеона стоят подряд, они не могут сказать правду о количестве зеленых, потому что они говорят разные числа. То есть вот это обязательно должно быть указано. Далее, соответственно, мы можем сказать, что хамелеоны, как минимум зеленые, вдвоем рядом стоять не могут. Чтобы их было наибольшее количество, мы предполагаем, что они стоят через одного, то есть зеленый чередуется с коричневым. Так как у нас количество хамелеонов нечетное, то при таком чередовании мы можем разместить наибольшее количество 1010 хамелеонов. Вот ответ, видите, 1010. Ну и только этого было недостаточно, необходимо подтвердить примером, что можно так и расставить 1010. Поэтому за оценивание количества хамелеонов, что их у нас не более 1010, можно было получить 4 балла. А еще 3 балла нужно было получить, если вы бы предъявили пример. В примере необходимо не только написать, как стоят хамелеоны, но и описать, какие числа они говорят, какого цвета они будут изначально и какого цвета они становятся. Ну, хотя бы кратенько, да. Вот здесь пример предъявлен, да. Первый хамелеон говорит 1010 хамелеонов, их в начальный момент столько. Второй говорит единицу, и тут же зеленеет, их становится 1011, и третий зеленый имеет право сказать правду 1011. Ну вот. Таким образом это задание оценивалось. Значит, что по поводу ваших работ? Так. В некоторых случаях не было доказано, что два хамелеона не могут быть зелеными, то есть не было обосновано. Далее. Так, была работа, в которой рассуждение было приведено, начиная с конечного зеленого хамелеона, и аккуратненько было прослежено, что в этом случае может быть не 1010, не более 1010 хамелеонов. Но, к сожалению, это же только один вариант. Последний хамелеон зеленый. А вдруг последний хамелеон коричневый? И тогда хамелеонов могло бы быть зеленых и больше. То есть в этом случае мы поставили 3 балла, то есть мы поставили 3 балла за пример, который показывает, что 1010 хамелеонов быть могло. А оценки, что это наибольшее количество, нет. То есть не удивляйтесь, что вам поставлено 3 балла, кто себя узнал. Хотя в целом, конечно, идея решения с конца неплохая. Так, 8-я задача геометрическая, и снова наши любимые окружности. Да, всех нас радует. Итак, 8-я задача. Так, 8-я задача. Угу. В остроугольном треугольнике АБЦ проведена биссектриса, описанная вокруг треугольника АБЛ. Окружность пересекает сторону BC в точке D, и оказалось, что точка S, симметричная точке C относительно прямой DL, лежит на стороне АБ, не совпадает с ее концами. Какие значения может принимать треугольник АБЦ? Сразу скажу, был вариант, в котором были рассмотрены случаи, когда точка S является концами отрезка АБ. И далее так написано, а у нас не является, значит, мои рассуждения надо опровергнуть, значит, все остальное верно. Там были значения 0 и 90 градусов. И было сказано, а у нас не так, значит, не 0, не 90, значит, от 0 до 90. Это какое-то несерьезное тоже рассуждение. Вы прекрасно понимаете, что за такое решение мы поставили 0 баллов. То есть, если в условиях сказано, что не концы, наверное, может, это в некоторых ситуациях полезно, но в данном случае к решению не привело. Итак, решение здесь приводится 2, как вы видите, вот решение первое, да, и там ниже еще есть второе решение. Значит, в первом решении рассматривается, естественно, окружность, которая описана вокруг треугольника ADL. Показано, что она также описана,
Секундочку. Да, описана, она же описана около четырехугольника ALDB. Ну и исходя из равенства углов, сделан вывод о равенстве хорд. Вот картиночка. Сейчас я сама вспомню. Так, А, Б, С, БЛ биссектриса, значит, углы ДБЛ и ЛБА у нас равны, значит, хорды ДЛ и АЛ равны. Вот они у нас черточками выделены как равные. Так, дальше. DL, да. Точка S, вот она здесь, является точкой симметричной C относительно DL, поэтому у нас точка S здесь расположена таким образом, что она равноудалена от точки D, да, ввиду симметрии. Так, и что у нас еще тут получается, кстати говоря? Получается равенство углов CDL и LDS. Да, это исходя из того, что у нас точка S симметрична точке C. Так, дальше что? Сейчас вспомним. Да. Так, в первом решении, сейчас посмотрю второе решение. Два решения, да? Значит, в первом решении предложено отложить на луче АБ отрезок, равный по величине, вот отрезок АС', равный по величине отрезку ДС, то есть АС' равно ДС. И далее, исходя из равенства треугольников, имеющих равные углы, и общий отрезок треугольников LDS и SLA, было доказано, что точка S' совпадает с точкой S. Ну и далее, исходя из этого, получилось у нас, что у нас там получилось? Сейчас вернусь. Так, то в равнобедренном треугольнике LSS' углы при основании равны. Так. Сейчас вспомним. Да, вот треугольники равны по углу и с двум сторонам. Если точки не совпадают, то мы придем к противоречию. Вот. Да, я это уже на самом деле проговорила. Итак, точки S' и S у нас совпадают, поэтому мы получаем равенство углов, которые в сумме дают 180 градусов. Ну, а раз они равны и в сумме дают 180 градусов, то каждый из них равен 60 градусов. Ну и отсюда легко получить, что угол исходного треугольника, угол ABC, который, естественно, совпадает с углом ABD, да? Так. И он у нас равен 60 градусам. АБС. 180 минус, секунду посмотрим, минус АЛД. Ну да, вот он. Так, предложено было и второе решение. Я думаю, что не будем сильно останавливаться на этом решении, на этой задаче, на решениях. Когда решения будут выставлены, почитайте, потому что так вот крутить вверх-вниз картинку, одновременные решения рассматривать не очень удобно. Почитайте внимательно решение. Два решения предложено. В обоих случаях у нас получается 60 градусов. Так, посмотрю на то, как у нас эту задачу решили. Ну да, то есть большинство даже не приступило. Кто-то приступил, но до конца не дошел, так как, вот я уже выше, по-моему, говорила, да, что вдруг посчитали, что это частный случай, что точка S совпадает с концом отрезка. Кто-то совершал какие-то не очень, честно говоря, приятные ошибки, то есть незнание простейших геометрических фактов показал. В целом задача практически нулевая. Если кто-то из вас считает, что были полезные подвижки, попробуйте, напишите мне сегодня в чате, я посмотрю еще раз, хотя большинство работ, я уже вам говорила, я видела. Так, в комментариях, да, можно было там получить какие-то баллы, если вы что-то там использовали готовое, но, честно говоря, до этого никто не дошел, поэтому давайте я пропущу. Так, перейдем к следующей задаче. Задача номер 9 была такая же, предложена для 10 класса. Так, 9.
Вот задача, с которой никто не справился. Задача, за которую, правда, некоторые получили по 1 баллу. Тут мы немножечко попытались ставить этот 1 балл. Значит, в чем у нас состоит задача? Есть у нас многоугольник правильный. Он разрезается не пересекающимися диагоналями на несколько прямоугольников, таким образом, что у всех этих многоугольников получается одинаковое нечетное количество сторон. И нужно было выяснить, может ли быть такая ситуация, что среди этих многоугольников есть хотя бы один, который имеет пару параллельных сторон. Эти многоугольники вот были названы хорошими. Само решение, предложенное решение, конечно, такое весьма замысловатое. Опирается оно на, в принципе, несложную, как говорят авторы, лемму, но, не знаю, додуматься до этой леммы или додуматься до того, что она будет полезна, наверное, трудновато. Итак, лемма говорит нам о том, что если мы разбили n-угольник не пересекающимися диагоналями на многоугольники, содержащие d плюс 2 стороны, и количество этих многоугольников равно t, то выполняется вот такое несложное равенство. Саму лемму вы легко докажете, вот как здесь, например, предложено по индукции доказать. Вот. Ну, а переходя к задаче, тоже была рассмотрена ситуация деления и было показано с учетом длин дуг, на которые опираются стороны этих многоугольников, с учетом выше приведенной леммы было доказано, что будет получено противоречие. Опять же, не буду останавливаться на авторском решении, познакомьтесь его, почитайте. Авторское решение, особенно вот в таких задачах, очень часто нужно в него вдуматься, то есть его нужно почитать, его можно принять, его догадаться до такого трудновато. Скажу сразу, что решали многие, пытались решать перебором различных вариантов, то есть разбивали n-угольник на диагоналями и рассматривали получившиеся фигуры по тому, какие у нас возможны варианты. То есть это могла быть фигура, которая содержит одну диагональ в качестве, хотя бы одну диагональ должна содержать в качестве сторон. Могло быть 2 диагонали и так далее, большее количество диагоналей. Значит, это неплохой вариант, но надо было, конечно, помнить, что если мы перебираем варианты, то мы должны перебирать все варианты. А в предложенных решениях варианты были перебраны не все. Поэтому, несмотря на то, что эти варианты просмотрелись, были доказаны, что это невозможно. Но так как это не все варианты перебрали, мы большое количество баллов за это ставить не можем. В некоторых задачах мы встречали доказательства для определенного количества, для определенной формы многоугольника. В одном варианте для 5 угольников, в другом варианте для 8 угольников была доказана невозможность данного разбиения. Но мы понимаем, что это тоже частный случай, который не доказывает утверждение в целом. Поэтому это не максимум баллов. Это вот по оценке. Да? Вот задача, видите, продолжается доказательство. Вот оно какое длинное. Не буду его зачитывать, это надо аккуратно посидеть, почитать. Значит, по оцениванию, вот, мы ставили кое-кому 1 балл вот за то, что здесь описано, что имеется продвижение в виде идеи приравнять количество вершин на равных дугах, там приравнять сумму. То есть те, кто в ходе решения рассматривали углы, рассматривали дуги, рассматривали длины сторон, опирающихся там на углы одинаковые по величине. Мы, где могли, постарались этот балл поставить. То есть, если видим, что человек рассуждает, человек пишет, и по критериям мы имеем право этот балл поставить, мы ставили. Значит, лемму, конечно, никто не доказывал, никто такую лемму не рассматривал, что очевидно. Поэтому вот этот балл никому не смогли мы поставить. Ну, а других продвижек, к сожалению, не было. 10-я задача. Очень красивая, изящная задача, если аккуратненько ее расписать, прописать. Значит,
задача, да, номер 10. Нам нужно было доказать, что для любых положительных 9 чисел, которые обозначены от x1 до x9 включительно, выполняется следующее неравенство. Ну и очевидно, для того, чтобы такое неравенство доказывать, так, вот это начало неравенства, вот его окончание, да, такая сумма больше либо равна 9. Вот. Чтобы его доказать, конечно, надо было выполнить какие-то преобразования с указанными дробями. Ну, конечно, не надо было приводить к общему знаменателю, это сами прекрасно понимаем, не очень хорошо. Поэтому здесь видим, что все дроби очень похожи, и в решении нужно взять и поработать с одной из предложенных дробей. Ну вот здесь, например, взяли в каждой дроби 3 икса фигурирует, поэтому взяли, обозначили их а, б, с, и вот рассматривать такую вот дробь формата а минус с, деленная на с плюс 2bc плюс b квадрат. Серединное, так скажем, число b, оказывается, особой роли не играет. Нам важно, как соотносятся между собой а и с, то есть числа, которые находятся в числителе. И рассмотрев два варианта и используя очевидное неравенство вот такого вида, что если мы заменим bc большим либо меньшим по величине выражением АБ, да, так, обманула, да? Нет, не обманула. АС, да, BC заменяется на АБ. Угу. Так, BC. Ага, да, то есть С мы заменяем на А. Вот, все, вспомнила. Значит, вот, наша замена происходит в вот этом числе, множителе при b. Если у нас а больше либо равно с, то мы, очевидно, заменяя с на а, будем увеличивать наше выражение. Если же наоборот а меньше либо равно с, то заменяя с на а, мы выражение будем уменьшать. Таким образом, для знаменателей мы получаем такие ситуации. Если а больше либо равно с, то знаменатель не превосходит произведение а плюс b и b плюс с. Если же а меньше либо равно с, то знаменатель, наоборот, больше либо равен этого же произведения. Ну а теперь мы можем заметить, что если а больше с, а все числа, как мы помним, положительные, то наша дробь в этом случае будет не отрицательна, и значит, увеличив, а в первом случае увеличение происходит, увеличив знаменатель, мы уменьшим дробь. А сама вот эта новая дробь, да, очень легко раскладывается в разность двух более простых дробей. Если же а меньше с, то представленная дробь имеет отрицательное значение. Ну и, соответственно, уменьшая знаменатель, мы дробь увеличиваем, но увеличиваем ее по модулю. А значит, для отрицательной этой дроби у нас снова получается тот же самый знак, больше либо равно. Ну, я лично, например, для себя прописала, это все аккуратненько расписала, убедилась в том, что да, выполняется, ну и поверьте, все там хорошо будет. А дальше, как вы видите, если мы каждую из этих дробей можем представить в виде разности вот таких дробей, ну, очевидно же, что мы, наверное, часть из них положительная, часть отрицательная. Мы, наверное, если аккуратненько все распишем, получим очень хорошее выражение. На самом деле, если все расписать, так, тут не расписано, да? Не расписано. Ну, не знаю, не очень-то хорошо видно. Я расписала. Я аккуратно все эти дроби расписала и увидела, что все они взаимно уничтожаются. Вот я вам, думаю, могу порекомендовать тоже так же аккуратненько выполнить. Да, вот все у меня расписано. И вот действительно все они взаимно уничтожились. И получилось, что у нас сумма исходных дробей больше либо равна нуля. Очень изящная, красивая задача. Это вот так задача, которую можно было порешать. Ну что по поводу решения? Ну, большинство либо не приступило, да, к сожалению. А те, кто приступили, ну, углубились в какие-то такие расчеты, то есть стали преобразовывать, приводить к общему знаменателю. Ну и, конечно же, так как целых 9 иксов, заблудились в своих расчетах. Ну и ни к чему хорошему не пришли. Хотя, еще раз повторяю, задача очень аккуратная, очень хорошая. Ну вот это по 9 классу. Как видите, в целом задачи были решабельны, хотя бы штук 7-8 вполне можно было решить. Ну,
Не получилось, да? Не у всех получилось, так скажем. Но, возможно, в следующем году будут лучше результаты. Переходим к 10 классу. 10 класс, сразу скажу, в этом году порадовал. То есть баллы в 10 классе существенно выше, чем баллы, полученные в 9 и 11 классе, что не может не радовать. То есть очень даже участники показали хорошие знания. Связано ли это с тем, что задачи были проще? Нет, задачи были сопоставимы с задачами 9 и 11 класса. Более того, часть задач пересекается, поэтому, мне кажется, просто-напросто кто-то лучше подготовился в этом году. Молодцы. Ну, давайте посмотрим на сами задачи. Первая задача в первый день. Похожая задача была для 8 класса. Задача, в которой можно было просто подобрать нужное число, которое удовлетворяет свойствам. Сумму всех цифр при умножении на произведение всех его цифр в результате можно получить число 3990. Понятное дело, что такие задачи, в которых формулировки которых присутствуют слова «хотя бы», это благодатные задачи для решения на черновике. Потому что можно на черновике поперебирать варианты, попробовать всякие разные разложения, суммирования и так далее, разные подходы. А в результате выписать то число, которое получено. Это как раз та задача, в которой, как вы видите в комментариях, до полного балла достаточно предъявить один верный пример. То есть можно подробно не описывать, а то некоторые были варианты, в которых на 1,5 страницы было описано, как человек нашел это число. Хорошо, конечно, полезно, но, по-моему, жалко времени, которое потрачено на это подробное описание. Так вот, каким образом можно было получить пример, удовлетворяющий данному условию? Естественно, надо было начать с разложения числа 3990 на множители. Простые, вот оно здесь приведено. Далее очевидно, что ни одна из цифр этого числа не может быть равна 19, значит 19 это сумма представленных, сумма цифр. Ну и далее можно было попробовать перебрать варианты представления этого числа в виде произведений. Не только ведь в виде простых множителей можно представлять. Цифры-то это не только простые числа, но и составные. Вот шестерочка, да? Вот, поэтому был вариант, которым, к сожалению, рассмотрен был только случай, когда цифры равны 2, 3, 5, 7. Ну и было сказано, они возможны. 0 баллов, скажу я вам на это. Как вы видите, это возможно. И хотя бы один пример, содержащий данные цифры, если был приведен, то 7 баллов мы поставили. Так, вот в результате скажу, справились практически все, 2 человека, вот не справились, 1 человек только ошибся, другой, по-моему, вообще не дошел до этого. Так вот, не надо тратить время в таких ситуациях на подробное описание поиска числа. Один пример на черновичке придумали, неважно как, в работе написали. Для красоты проверьте, что найденное число удовлетворяет условиям. Все, и задача решена. Ну, а мы перейдем к следующей, второй задаче. Аналогичная задача была в 11 классе. Не аналогичная, а та же самая. Задача была в 11 классе. Очень тоже красивая задача, в которой простейшие доказательства, и додуматься до этого доказательства было совершенно несложно. Опять же, хорошая решаемость этой задачи у тех, кто додумался. До идеи подсчета минимальной суммы для различных чисел множества А и Б. Итак, давайте посмотрим на условия задачи. Есть два множества, в каждом из которых содержится n различных, это важно, чисел. Сумма чисел в каждом из множеств равна n квадрат. Нам нужно доказать, что эти множества содержат хотя бы одно одинаковое число, хотя бы одно общее число. Надо было просто-напросто посмотреть. Если мы возьмем, что все числа разные, то есть их 2n штуки, какова наименьшая величина этой суммы? То есть какова сумма 2n наименьших чисел натуральных? И мы видим, что эта сумма 2n квадрат плюс n больше, чем предложенная по условию. Все, значит, набрать разных чисел 2n для данных двух множеств мы не можем.
Ну и раз мы получили такое противоречие, значит, разные набрать не можем, значит, кто-то из них повторяется. Вот и вся задача. В комментарии, как вы видите, если получить оценку, можно количество, да, суммы, вот представлены здесь, то можно было получить 5 баллов, даже если была бы арифметическая ошибка. Ну, вот, кто догадался, те просчитали верно. Тут, я уж понимаю, арифметическую ошибку допускать на Олимпиаде по математике это просто несерьезно. Поэтому кто пошел в верную сторону, те получили максимум 7 баллов. Кто начал там какие-то попытки рассматривать множество, содержащие четные и нечетные числа и так далее, на самом деле это только запутало и отвлекло от главного, от количества, от наименьшей возможной суммы этих разных чисел. Вот. Ну, то есть, кто решил, тот молодец, тот получил максимальное количество баллов. Ну, а кто не решил, тот не решил. Тому 0 баллов. Третья задача. Ну вот третья задача, как вы видите, это задача похожая на задачу 9 класса, только здесь наоборот. У нас первый ход делает Дима. Вот, да? Так, нет, извините. Первый ход делает Коля, это 9 класса Дима. Так, первый ход делает Коля, и нам нужно выяснить, кто из них в тех же условиях, да, Коля ставит крестики, Дима накрывает доминошками, кто из них может гарантированно выиграть. То есть нам нужно было прописать стратегию того игрока, который может точно выиграть. Здесь в этом варианте задачи выигрывает у нас Дима. Его стратегия здесь может быть описана по-разному. Здесь приведено 2 решения. Это стратегия, в которой... Так, вот первая, да? Первая стратегия, в которой доска разбивается на прямоугольники величиной 1 на 2. И вторая стратегия, где доска разбивается на квадраты 2 на 2. Значит, в чем состоит стратегия игры? Так, сейчас скажу. За Диму, да? Значит, он... Сейчас вспомним. Ну, он накрывает, конечно, свои прямоугольнички. Так. Да, те прямоугольники из изначально разбитых 32, то есть не наперекосяк, а вот именно в одном направлении, в которых не стоит крестика, естественно. Далее, опять же, количество ходов. Это важно. Мы должны описать, когда происходит переломный момент, когда одни действия сменяются иными действиями. Итак, после 16 ходов Димы у нас будет накрыто по величине половина поля, то есть 16 прямоугольников. В оставшихся прямоугольниках Коля, если он по-умному ходил, он поставил по одному крестику. Он же не ставит рядом 2 крестика, если он хочет выиграть. Поэтому после 16 ходов Коли, после 16 ходов Димы, следующий ход у Коли. На доске такая ситуация. Половина 16 прямоугольников закрыты доминошками. В оставшейся половине в одной клеточке стоит крестик, в другой клеточке не стоит. Куда ходить Коле? Конечно же, придется ему ставить таким образом, чтобы хотя бы 2 крестика стояли в одном прямоугольнике. А значит, Дима всегда может этот прямоугольничек накрыть. И так далее. Соответственно, следующие 16 ходов, Колиных 16 ходов, каждый прямоугольник дополняет крестиком, и последним ходом Дима накрывает последний 32-й прямоугольник, и он выигрывает. Он же уже поле закрыл, Коле уже ходить некуда. Итак, вот такая выигрышная стратегия для Димы. Вторая выигрышная стратегия предполагает, как я уже ранее сказала, разбиение нашего поля на квадраты величиной 2 на 2. Вот. Значит, что должен ставить Дима, чтобы выиграть? А в тот квадрат, в котором появился крестик, Дима тут же должен поставить на 2 пустые клеточки свою доминошку. Тогда либо Коля следующим ходом поставит 2-й крестик в этом квадрате, и Дима сможет на этот квадрат поставить 2-ю доминошку,
то есть у него ход есть всегда, либо Коля ставит свой крестик в другой квадрат, с которым Дима действует точно так же, накрывает две клеточки своей доминошкой. Таким образом, всегда у Димы есть ход. Так, в комментариях примерно такая же ситуация, как для 9 класса. То есть нужно, чтобы стратегия была не только описана, но было доказано, что она является выигрышной. Что по поводу оценивания? Были варианты, в которых стратегия была описана нечетко. Особенно это касается вот того самого переломного момента, о котором я выше сказала. То есть когда одна ситуация ходов сменяется другой ситуацией, когда заканчиваются там чистые места, и Коля должен поставить крестик в парную клеточку, то есть там после 16-го хода. Если этого не было, то, конечно, мы тоже балл за это снижали. Так, следующая 4-я задача. Мы ее уже сегодня рассматривали. Она аналогична 9 классу. Я уже все комментарии вам дала по этой задаче. И 5-я задача тоже аналогична задаче для 9 класса. Опять же, мы ее уже рассматривали. Перейдем к задачам 2-го дня для 10 класса. Первая задача очень красивая, очень замечательная, очень простая задача, в которой нужно было из косинуса х с помощью умножения и сложения получить выражение, которое при х равном π будет иметь нулевое значение. Кто додумался, молодец. Додуматься было, по-моему, несложно. По поводу, предложено решение косинус в квадрате х плюс косинус х, это выражение, которое при х равном π дает нулевое значение. Что по поводу оценивания? Если вы предъявили только выражение, но не написали, каким образом к нему прийти, за это мы поставили 6 баллов. Обратите внимание, это по критериям. То есть только искомое выражение, без указания последовательности шагов, 6 баллов. Балл мы за это все-таки снижаем. И авторы тоже с этим согласны. Значит, по поводу остальных оценок. К сожалению, некоторые не могут написать красивое выражение, которое нужно. Выражение, написанное на доске, содержит косинус х, не косинус π, а косинус х. И составляемое выражение должно быть с переменной х. И только составив это выражение, вы должны были проверить, что при подстановке вместо х числа π вы получаете 0. Те, кто написали косинус в квадрате π плюс косинус π, вы получили неверное выражение. Мы за это балл снизили. Не 0, конечно, но балл был снижен. Так, что еще было? Ну все, вот были 2 работы, по-моему, в которых выражение содержало π. Честно говоря, сейчас не вспомню, но сколько-то баллов мы там за этот вариант поставили. 2 балла. 2 балла было поставлено. Ну, все-таки давайте, опять же, напомню, что мы на Олимпиаде по математике, давайте более корректно записывать решение задачи. Если говорится о выражениях косинус х, то это косинус х. Вспомнила еще одно решение, в котором человек, видать, неверно понял условия и, используя равенство основное тригонометрическое тождество, сказал, что косинус в квадрате х равняется 1 минус синус в квадрате х, и предъявил в ответе выражение 1 минус синус в квадрате х плюс косинус х. Не было на доске синусов. В ходе поиска выражения вы можете пользоваться чем угодно, но итоговое выражение должно быть в соответствии с условием задачи, то есть содержать косинус х, не синус. Поэтому за это мы поставили 0 баллов. Неверное выражение. Следующая задача 7-я. Вот тоже очень красивая, конечно, изящная задача. Не может не порадовать то, что кто-то ее решил, кто-то. Ну да, несколько человек ее решили, молодцы. 10 класс в этом году прямо радует. Задача, в которой на сторонах выпуклого четырехугольника ABCD были достроены прямоугольники. Каким образом не описывается это в плане решения, не важно, то есть какой величины эти прямоугольники. Хотя там есть момент, в котором мы могли бы даже и выяснить, что они каким-то особым образом расположены. Посмотрите на рисунок, и вы видите. Но это не важно, да, в ходе решения задачи.
нужно было доказать, что если оказалось, что вокруг восьмиугольника, образованного вершинами прямоугольников, не совпадающими с вершинами самого исходного четырехугольника ABCD, можно писать окружность, то и вокруг самого четырехугольника ABCD окружность тоже можно описать. Доказательства просто замечательные. То есть, так как у нас вокруг восьмиугольника можно описать окружность, то центр этой описанной окружности О лежит на срединных перпендикулярах к внешним сторонам прямоугольника. То есть к x, y, вот этой стороне, вот этой, они тут даже не проименованы, это несущественно. Но эти серединные перпендикуляры одновременно являются срединными перпендикулярами и для сторон самого четырехугольника ABCD. А значит, точка О является центром и окружности, описанной вокруг ABCD. Все, готово. Доказали мы с вами. Можно было, конечно, там еще и дополнительно доказать равенство отрезков ОА, ОБ, ОС и ОД, и отсюда получить возможность описать окружность. Ну, то есть задача была, на мой взгляд, очень даже красивая, очень интересная, простая задача. Так, что здесь по оцениванию? Значит, если утверждать, что эти окружности имеют общий центр, то есть концентрические, можно было получить 1 балл. Это не было никем сделано. По поводу доказательств. Кто додумался про срединные перпендикуляры, те дошли до конца. У тех все красиво получилось. Была попытка доказать, нет, даже не попытка, а попытки доказать это утверждение, рассматривая углы всякие. Честно скажу, было решение там на страницу расписаны эти углы, весь рисунок был обрисован 4 обозначениями углов. Нет, не 4, даже больше, не помню в общем. Очень много написано, но решение не то, что было не доведено до конца, а был сделан такой прием был применен, который я лично не очень уважаю в решениях, когда много-много-много написано, и на последнем шаге человек берет а мне хочется, чтобы это равнялось вот этому, а возьму и приравняю. Необоснованно. То есть то, что нужно было доказать, просто взяли и написали. Это 0 баллов. Это не, еще раз повторю, это какое-то неуважение, что ли, к условию задачи, если вы просто берете и списываете то, что хотелось получить. Могу отметить, что в этом решении, может быть, где-то затаилось обоснование этого равенства. Поэтому участник, который узнал себя в моем описании, если вы где-то там, может быть, на рисунке, где-то там криво-косо, по диагонали чего-то полезное написали, что мы, проверяющие, работу трое проверяло, 3 человека. Если мы что-то не заметили, напишите в чате, попробуем с вами подумать. Может быть, там действительно что-то хорошее есть. Поэтому напишите. Вот этот участник, я надеюсь, со мной свяжется. Так, следующая 8-я задача про квадратные трехчлены. Так, задача номер 8, да? Так, давайте посмотрим. Значит, есть у нас определенное количество квадратных трехчленов с какими-то коэффициентами. Количество трехчленов у нас больше 100, строго больше 100. И нас спрашивают, можно ли в качестве коэффициентов использовать подряд идущие натуральные числа. Не обязательно с самого начала, то есть просто 3n последовательных натуральных числа. Таким образом, чтобы каждый из трех членов имел целые корни. Значит, в этом доказательстве использовалось вспомогательное утверждение, что если у нас имеются корни, у трех члена целые корни, то, конечно же, они делятся на старший коэффициент. В принципе, многим это утверждение знакомо, поэтому, если даже не ошибаюсь, за лемму дополнительных баллов и не давалось. Настолько она простая, настолько она очевидная. Некоторые ее, естественно, использовали. Ну и далее, рассматривая целые какие-то натуральные 3n числа, так, целые или натуральные? Натуральные. 3n подряд идущих числа, если их расставить в качестве коэффициентов ввиду делимости b и c на a, можно увидеть, что старшие коэффициенты должны быть меньшими из предложенных чисел. А значит, старшими коэффициентами являются
первые n чисел. Кроме того, здесь показано, что обязательно это должны быть числа как можно меньше из натуральных, то есть числа, начинающиеся с единицей. И доказано, что это числа от 1 до n. Вот шаг b, видим, есть. И были работы, в которых 8, сейчас смотрю. Были работы, в которых это проведено, это доказано. Так, за лемму дается, вспомнила, 1 балл, за этот шаг дается 3 балла. То есть кто-то вот 3 балла, 4 балла за эту задачу получил. Ну и дальше надо было еще обосновать, что мы ввиду там невозможности из остальных чисел составить последовательности коэффициентов b и c, удовлетворяющих условию делимости. Ну, вот тут вот. Тоже аккуратно надо почитать это решение. И приходят к противоречию. Так, вот, лемма 1 балл, вторая часть А и Б, да, 4 балла. И да, это с учетом первого. И 3 балла еще за третью часть. По доказательствам. Так, лемму многие доказали. Часть доказали, что старший коэффициент это первый n натуральных чисел, ну а последнее, по-моему, удалось только одному участнику, не ошибаюсь, если я не ошибаюсь. Это как раз наш предположительный победитель. Он сумел, в отличие от авторского, немножечко другим способом доказать противоречие. Ну, вот 7 баллов мы ему поставили. Его решение отличается от авторского, так что... Если ваши работы будут перепроверять, посмотрим, как автор отнесется к предложенному вами решению. На мой взгляд, хорошее решение. 9-я задача аналогична тому, что решалось в 9 классе. Значит, мы ее проходим, видели уже сегодня. И 10-я задача, красивая задача, которая также была в 11 классе. Да. Значит, в 11 классе. Давайте посмотрим задачи. Задуманы два многочлена Петей стандартного вида, два многочлена степени не более 2, но мы будем считать, что, скорее всего, квадратные трехчлены, как более сложный случай. И так, это у нас задумал Петя, да? Вася называет число, а Петя дает значение одного из трех членов в предложенном числе t. При этом он, конечно же, не уточняет, какое из значений он сообщает, то есть f от t или же от t. Нам нужно выяснить, при каком минимальном количестве названных значений t, кто у нас там, Петя, Вася догадается хотя бы об одном многочлене, то есть определит хотя бы один из Петиных многочленов. Так, в решении. Так. Можно было использовать, и многие использовали, лемму о том, что через 3 различные точки проходит единственная парабола. В комментариях там ниже указано, что считается это известным, доказывать не надо. Те, кто доказывали, правда, за это ничего не получают, то есть за это балл не дается, что, конечно, может быть обидно. Так, вот. Тут приведено это доказательство этой леммы. Я думаю, что мы можем разные доказательства использовать. Давайте пропустим. Это факт, который всем известен. Итак, рассматривая различные варианты, да, вот два графика, загадано t и так далее, можно доказать, что необходимо количество точек больше либо равно 8. Это нужно для того, чтобы, просчитывая различные варианты за 7 предыдущих точек, мы с помощью 8 точки убедились в том, что хотя бы один из ранее найденных многочленов подходит под 8 точку, и значит, после 8 точки один из этих многочленов мы можем назвать. Так. Доказательство тоже длинное, я предлагаю его особо не рассматривать. Вот такое оно огромное-огромное. Поэтому я думаю, что когда решения будут выложены, вы просто почитайте внимательно. По оцениванию. Так, за лемму, как видите, баллы не начисляются. За доказательство того, что за 7 вопросов нельзя получить требуемые, можно было получить 4 балла.
И за доказательство того, что мы... Сейчас, секундочку. Вот. Что за 8 ходов можно добиться требуемого, можно было получить 3 балла. Кто доказал, что за 6 не получается, была такая работа, за это можно было 1 балл получить. То есть это хорошо уже. И раз мы доказали, что за 6 нельзя, значит надо больше. Вот за это 1 балл был поставлен. Так, ну и... За алгоритм тоже можно было получить балл. Ну, никто алгоритм не предложил, поэтому я думаю, что мы особо не будем на этом останавливаться. Так, вот, за 9 ходов можно было, если бы доказали, получить 1 балл. Ну, тоже никто этого не сделал. Это по 10 классу. Мы закончили с 10 классом. Давайте перейдем на класс 11. Задачи в 11 классе, некоторые мы уже даже и рассмотрели, они совпадают с предыдущими классами. Некоторые задачи очень похожи. Например, задача номер 1, в которой нужно было выяснить наибольшее количество чисел, таких, что произведение наибольших и произведение наименьших равно 77. Легко заметить, что так как число 77 на целый множитель раскладывается довольно-таки конечным количеством вариантов, то можно было увидеть, что лучшими вариантами являются произведения 7 и 11 для наибольших, минус 7, минус 11 для наименьших. Ну, многие справились, но 7 баллов мы не всем давали. Посмотрите на комментарии, почему. Дело в том, что нужно было, кроме того, что мы показали самые большие и самые маленькие числа, необходимо было привести пример. То есть либо описать его, либо вот как здесь предложено выписать этот пример. Кто не написал пример, 2 балла минус. Ну, что поделать, такова жизнь. Надо аккуратно расписывать задание. Также надо было доказать, что n меньше либо равно 17. За оценку 5 баллов. Если вы только привели пример и показали, что он удовлетворяет, это не значит, что вы выбрали самое большое. Если вы просто перебрали количество вариантов, все варианты, да, то мы кое-где считали, что это оценка, если все аккуратненько все варианты перебраны. Обоснован выбор варианта, содержащего наибольшее количество чисел. То есть указано на примере, сколько чисел между минус 7 и 7. Вот за это мы все-таки 7 баллов ставили. Даже если это неравенством, как здесь не было доказано. Так, если записаны были только варианты без обоснования, мы ставили 2 балла. Ну, а если забыли, что целые числа бывают отрицательными, конечно, за это поставили мы 0 баллов. Ну, что делать? Да. Это уже 11 класс, и подобные вещи просто несерьезно смотрятся. Вторая задача была рассмотрена в 10 классе. Пропускаю. Третья задача геометрическая. Вот как я заметила в самом начале, когда прочитала эту задачу, в ней нет окружностей, но, конечно, в решении без окружности не обошлось. Поэтому, еще раз повторяю, олимпиадные задачи, это геометрические, почти всегда с окружностями. Итак, давайте посмотрим на условия задачи. Прямоугольный треугольник АБС, на гипотенузу АС опущена высота BH, отмечена точка D на стороне BC, на отрезке BH точка E, таким образом, чтобы выполнялось равенство углов. Нужно доказать, что угол АЕФ равен 90 градусам. Вот у нас. Значит, для решения этой задачи можно воспользоваться вспомогательным построением, дополнительным построением. И если построить относительно АС симметричную точку точки Е, здесь она обозначена Е', то в принципе решение довольно-таки хорошее, довольно-таки изящное. Итак, если мы построили Е' симметрично Е относительно АС, то мы получили равные треугольники, а из равных треугольников следуют равные углы. Ну и далее все там красиво получается. Так, давайте аккуратно, да, просмотрим наше решение. Итак, точка F лежит на прямой DE'. Почему?
Потому что у нас угол DFC, сейчас давайте на картинке, DFC равен углу AFE' как вертикальный, а угол AFE' равен углу AFE, исходя из равных треугольников, которые мы получили благодаря симметрии. Следовательно, смотрите, вот эти у нас углы равны, вот эти углы равны, и мы получаем, что угол Е', Б, так. Да, немножко проскочила я, да? Так, вспомню. Точка F. Так, угол DFC. Ну да, вот этот равен этому, этот равен этому. Ну и значит, эта точка F', это как раз и есть та точка F, которая была получена пересечением, соответственно, D, которая была дана, в общем. Построим, сейчас. Немножко я засомневалась, да? Так, сейчас немножко засомневалась. Еще раз. Так, треугольники равны. Да. Ну да, и вот этот угол AFE' равен углу CFD. Да, AFE'. Значит, F это и есть та самая точка, некуда ей деваться. Она лежит на, получается, у нас отрезке DE'. Далее. У нас есть тут множество красивых, хороших прямоугольных треугольников. Например, треугольник ABC, который был дан прямоугольный. Ну и треугольник BCH, так как эта высота тоже прямоугольный. Мы можем отсюда получить равенство углов BAD, да? И CAE. Из подобных там треугольников прямоугольных. Далее, ввиду симметричности точки Е' мы получаем, что угол BAD также равен углу FAE'. Ну и далее, просчитывая величину этих углов, вот тут все аккуратненько, да, расписано, мы получаем, что четырехугольник BDE', такой, что сумма его противоположных углов равна 180 градусов, то есть вокруг него можно описать окружность. А раз окружность можно описать, и угол ABD является прямым, то AD является диаметром описанной окружности. А значит и второй, опирающийся на этот диаметр угол AE', также является прямым. Вот он. Но, опять же, у нас равные треугольники, значит, треугольник AE'F равен треугольнику AEF, значит, и угол AEF, который был у нас искомый, равен углу прямому AE'F. Ну, вот и все решение. Так, кто решил, тот молодец. Сейчас 11 класс. Перелистнул, 3-я задача. Ага. Кто решил? Никто не решил. Вот так я скажу. Да, никто не решил, хотя задача в целом была несложная, если, конечно, вот такое дополнительное построение выполнить. То есть найти вот эту точку симметричную. Возможно, можно было ее как-то по-другому решить, но если вам нужно доказать, что угол прямой, ищите окружность. Это общее такое правило. Поэтому надеюсь, что остальные классы учтут. 11-классники, к сожалению, в следующем году уже не будут у нас участвовать в нашей Олимпиаде, но для остальных классов это полезно. Имейте в виду, 90 градусов ищи окружность. 4-я задача аналогична задаче для 10-9 класса. Переходим сразу к 5-й задаче. В 5-й задаче таблица размером n на n. В нее выставляется n в квадрате чисел от 1 до n квадрат включительно. Далее число, которое является самым большим в своей строчке, называем большим. Получается в n строчках n больших чисел. Аналогично самое маленькое в столбце число называется малым.
Просуммировав большие и малые числа, мы определяем их разность. Надо найти наименьшую возможную разность. Задачу пытались порешать, но никто не решил. Решение, честно говорю, которое предложено автором, хорошее решение, но его надо прописать. То есть, ну вот я когда смотрела именно это решение, да, у меня немножко было другое у себя, ну, немножко другое. Так вот, в этом решении нужно прямо вот просто сесть и аккуратненько прописать. Я, например, для себя взяла это, прописала, мне как-то хорошо получилось, мне понравилось само решение, хотя, конечно, оно содержит некоторые особенности. Итак, если из этих чисел смотреть на самое большое n квадрат, оно гарантированно относится к большим. Ну, у него конкурентов в этом плане нет. Аналогичная единица, конечно же, это малое число, тоже оно должно быть самым маленьким. Если мы представим, что они расположены где-то каким-то образом, да, то мы можем для себя как бы мысленно вычеркнуть строку и столбец, содержащий это большое и малое число. При этом, конечно же, будет вычеркнуто 2n минус 1 число. Ну, вычеркнуто нами мысленно, на самом-то деле, конечно, не вычеркнуто. Дальше мы можем выбирать из оставшихся строк и столбцов снова самые большие и самые малые числа. Вот если А самое большое и Б самое маленькое из оставшихся чисел, то можно выяснить, я аккуратно тоже вот для себя просчитала, выяснила, что самое большое из оставшихся чисел находится в границах от n квадрат минус n до n квадрат минус 1. Самое маленькое число находится в границах от 2 до n плюс 1. Так как у нас в пересекающихся изначально вычеркнутых столбце и строке одно число было общее, самые неудобные варианты одновременно быть не могут, поэтому разница на единицу больше. И предлагаемая величина, предлагаемая разность между наибольшими и наименьшими из оставшихся чисел принимает значение больше либо равное n-1 в квадрате минус 1. Я просчитала, действительно выполняется. Аккуратно все можно это выяснить. Ну, таким образом, можно сказать, что первая пара чисел, первая пара большого и малого числа n квадрат и единиц, единица имеет разность равную n квадрат и минус 1. Следующая пара имеет разность большую либо равную, чем n-1 в квадрате минус 1. Продолжая по аналогии вычеркивать строку и столбец и просчитывать остальные числа, мы получим, что каждая из этих разностей не превосходит следующих разностей. n квадрат минус 1, n минус 1 в квадрате минус 1, это мы просчитали. Далее n минус 2 в квадрате минус 1 и так далее. Вот таким образом мы получаем, что эта сумма не превосходит вот такой вот последовательности. В принципе, по критериям можно было оставить эту оценку вот в таком виде, в виде суммы квадратов, из которой вычитается n. Ну вот n единичек можно было и вычесть, конечно же. Но если мы, люди разумные, в 11 классе наверняка знаем формулу суммы квадратов n первых чисел, то можно было данное выражение преобразовать и получить оценку формата n умножить на n-1 умножить на 2n плюс 5 и все это делить на 6. Так, эту оценку недостаточно было просто получить, нужно было еще и доказать, что она может быть достигнута. Ну и здесь построен соответствующий пример. Да, вот мы видим. Ну, за оценку можно было получить 5 баллов, за пример 2 балла. Ну, честно говоря, некому было применять эти критерии, поэтому особо даже мы их и не читали. Потому что, к сожалению, данную задачу почти никто даже не попытался решить. Кто попытался, там что-то не очень удобное написал. Ну, задача тоже своеобразная. Так, следующая задача, 6-я. Красивая задача, в которой
надо было привести. Вот аналогичная задача для 10 класса была с косинусами, для 11 класса с многочленами. Многочлены вот формата, предложенного на экране вам. И нужно было с помощью вычитания и умножения получить такой многочлен, который принимает положительные значения, ну точнее, да, для положительных значений аргумента принимает не отрицательные значения, для отрицательных значений не положительные значения. В качестве примера здесь предложено вот такой многочлен вида, вот как получено, тоже написано, вида x умножить на x четвертой степени плюс 1. Очевидно, что скобочка принимает строго положительные значения, значит знак многочлена зависит только от x, ну и соответственно для неотрицательных. Для положительных значений аргумента плюс, для отрицательных минус. Все красиво. Что здесь могло нас подвести? Значит, кроме самого ответа, да, нужно было, конечно, хотя бы как-то описать, каким образом этот многочлен получен. Были многочлены, в которых, ну, какая-то функция просто результатом написана. Ну, не знаю. А можно ли эту функцию получить из предложенных с помощью операции вычитания и умножения? Не знаю. Поэтому, к сожалению, наверное, где-то балл мы могли бы за это и снизить. Могли бы, но смотрю на наши баллы. Нет, не снизили. То есть те, кто догадались, они дописали до конца. Кому было поставлено 0 баллов? Значит, не написано, как функция получена, и, вообще говоря, не проверено, что эту функцию можно получить. То есть там какая-то функция y равняется, там x в кубе плюс чего-то там, плюс чего-то там. Ну, а можно ли ее получить? Я, может быть, конечно, могла бы погадать, подумать, как она получена, но так вот сходу не представишь. Поэтому я посчитала, что эту функцию не нашли. Были варианты, в которых приведена неправильная функция. Ну, то есть показали, нашли функцию какую-то, вот даже я для себя выписала функция y равная x в кубе плюс x в квадрате плюс x плюс 1. Проверили две точки, от 2 плюс, от минус 2 минус, и что? Это обозначает, что для всех положительных и для всех отрицательных выполняется. Но опять же, несерьезно. Мы прекрасно знаем, что если нужно выполнимость какого-то условия проверить для всех возможных значений x или для x, удовлетворяющих данному условию, нужно для всех и проверять. Одного значения недостаточно. Вот некоторых и даже этот настолько подвело, что был предложен многочлен, который при отрицательном значении минус 1/2 получает положительное значение. Кто такой многочлен написал, в вашей работе мой комментарий увидите. Я вам там написала, что вот для такого-то значения не выполняется. Так, даже если проверка была проведена неправильно, были такие варианты, но сам был вариант правильный, мы все-таки ставили 7 баллов, исходя из критерия. Поэтому кто-то даже, несмотря на неполную проверку, 7 баллов получил. Ну, себя узнали, порадуемся, да? Так, следующая задача. Да, в целом задача несложная, как вы видите. Следующая задача. Раскрашиваем натуральные числа в два цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не являлась степенью двойки. Предложено здесь два решения, два варианта раскраски. Ну, давайте хотя бы один рассмотрим. Значит, задачу номер 7. Ну, некоторые решали, некоторые предложили, какие-то баллы получили. Итак, смотрите. Числа вида 2 в степени s умножить на 4k плюс 1 раскрасили в один цвет. Числа вида 2 в степени s умноженные на 4k плюс 3 раскрасили в другой цвет. Вот просто раскраску, если предложили, это еще, конечно же, не решение. Нам нужно доказать, что таким образом будут раскрашены все числа. Это тоже важно. Нам нужно доказать, что никакие два числа из первого класса не являются степенью двойки. Вот здесь, например, доказано, да? Никакая, и аналогично для второго класса тоже нужно было это проверить. Ну, здесь немножечко второе решение, на мой взгляд, сложноватое, трудноватое. Вот такой какой-то описан жадный алгоритм.
Давайте я его пропущу, почитайте, одно решение предъявлено, ладно. Значит, если только решение 0 баллов, если предъявлена верная раскраска, но без обоснования 4 балла, некоторые эти 4 балла получили. Дальше, какие были проблемы в решениях? В некоторых вариантах раскрасили первые даже 64 числа. Красиво, хорошо, но работает ли оно дальше для остальных чисел? Не доказано. Мы поставили 4 балла, то есть раскраска верная, но не обоснованная. В некоторых и не в одном решении была очень своеобразная стратегия. Я ее для себя, например, даже обозначила стратегия в кавычках. Раскрасить степени в один цвет, двойки, степени двойки, а остальные числа проверять, сравнивая с раскрашенными. Ну да, будет 2 цвета, но ведь вы таким образом получите, что второй цвет окрасил те числа, которые с первым цветом не дают степени двойки в сумме, а между собой вы их не проверили. Поэтому данная стратегия не обоснована. Вы не проверили второй цвет. Можно ли его-то в один и тот же цвет? Может, там надо 5 цветов разных использовать для множеств, которые не входят в первое множество. Поэтому это, к сожалению, не стратегия. Вот. Чтобы использовать стратегию, нужно обосновать, что эта стратегия осуществима, что применяя эту стратегию, вы раскрасите в 2 цвета. Потому что обосновывать эти числа раскрасили красным, был вариант, а остальные, если красным можно отнести, то красным. Если красным нельзя отнести, то синим. Не знаю, что это такое. Такая раскраска, это какое-то такая, не знаю, даже детская, вот так скажу, детская раскраска без обоснования того, что она правильная. Так, 7-я, да, задача. К 8-й задаче перейдем. Тоже красивая, хорошая задача. Так, что у нас тут есть? Для некоторых значений переменных x и y суммы вида синус x плюс косинус y и синус y плюс косинус x оказались положительными рациональными числами. Нужно доказать, что можно придумать натуральные числа m и n так, чтобы выражение вида m синус x плюс n косинус x являлось натуральным числом. Ну вот здесь, смотрите, используя эти равенства и используя основное тригонометрическое тождество, можно получить, что, через обозначенные нами выше положительные рациональные числа а и б можно записать выражение вида 2 синус х плюс 2b косинус х. Оно будет равно сумме квадратов рациональных чисел а квадрат и b квадрат. Нам нужно, чтобы число было, как видим, да, натуральным. Но рациональные числа а квадрат и b квадрат могут быть представлены в виде натурального числа, если мы домножим их на наибольшее общее кратное, да? Которое здесь обозначено n и умножили на n квадрат. Тогда действительно мы получим, что синус x надо умножить на 2 деленное на n квадрат, косинус x надо умножить на 2b деленное на n квадрат, и получившееся число является натуральным. Все красиво, замечательно. Так, по поводу, значит, решения. Решить до конца никто не смог, не все поняли условия. Да, и некоторые рассматривали выражения при конкретных значениях x, были решения при x равном π, при x равном нулю, это неправильно. Ну и самая большая, конечно, ошибка, самый такой подводный камень, который многих встретил здесь, это неверное понимание соотношений между рациональными числами. В нескольких работах встретилось, что раз сумма двух чисел рациональна, то каждый из этих чисел рационально. Но это же не так. Ну, вы взрослые люди, вы прекрасно понимаете, что складывая иррациональные числа, мы можем получить рациональное число. Поэтому те, кто на таком утверждении основывался, конечно, мы поставили 0 баллов, это неверное утверждение. Вот. Был вариант, в котором было рассмотрено, что рациональное число
Сумма, если представлена рациональным числом, то всего два варианта представления. То есть либо они оба рациональные, либо они могут быть записаны в виде рациональные минус иррациональные, рациональные плюс рациональные. Но это же не все варианты, поэтому это тоже не полное решение. Были небольшие такие недочеты, почему-то рациональные числа были обозначены буквой R большой, то есть как множество действительных чисел. Ну, да, все-таки надо быть аккуратней с употребляющимися часто обозначениями множеств. Не путать множество рациональные, множество действительных чисел и так далее. 9-я задача про сферы. Так, 9-ю задачу у нас сделали попытки решить. Так, надо прочитать условия, да? Мы уже с вами почти 2 часа сидим, немножечко уже усталые. Значит, есть 3 сферы разного, конечно же, радиуса мы можем считать. Ну, никто не говорит, что разного, но в худшем случае мы понимаем, что они разные. Так, друг друга они касаются в точках А, Б, С и некоторые плоскости, то есть у нас есть общая касательная плоскость, в которой эти сферы касаются в точках D, E, F. Нужно было доказать, что радиус окружности, описанный около треугольника А, Б, С, меньше, чем радиус окружности, описанный около треугольника D, E, F. Так, предложено 2 решения. Одно решение через плоскость, которая является секущей. Второе решение, мне кажется, более изящным. Вот оно здесь предложено. И были даже ребята, которые попытались рассмотреть именно вот такую форму. Вот здесь у нас показано, что треугольник, образованный центрами наших сфер О1, О2, О3, проектируется как раз ровненько в треугольник DEF. Ну и далее, рассматривая окружности, которые вписаны в эти треугольники, было доказано, что там требуемые соотношения выполняются. Опять же, не буду уже особо вчитываться, отмечу только, к сожалению, была работа, в которой могло бы быть решение, если бы человек не ошибся. К сожалению, было написано, что наоборот, треугольник DEF проектируется в треугольник О1, О2, О3. Ну, мы прекрасно понимаем, что это не так, а раз начальное утверждение неверно, то и все остальные рассуждения, к сожалению, не имеют смысла. То есть давайте более четко использовать известные какие-то математические утверждения. И уж что такое проекция, надо знать. Да? Проекция все-таки у нас состоит из оснований перпендикуляров, а не наоборот. Кто в кого проектируется, нужно писать четко и аккуратно. Ну, 10-я задача, слава богу, потому что я лично уже устала, и вы, наверное, тоже, совпадает с задачей для 10 класса, поэтому мы ее уже не будем рассматривать. Вот. Ну и основные мы с вами задачи посмотрели. Таким образом, давайте мы хотя бы полчасика тогда отдохнем, и где-то с половины 8 давайте я жду ваших вопросов, ваших каких-то обоснованных комментариев в чате. Обоснованных, то есть говорите, почему вы считаете, что задача должна быть оценена выше, а не просто объясните мне, почему столько-то баллов. Объяснить всем вам, написать, сколько вас много, да? 23, 36 человек. 36 человек, у каждого 10 задач. Если я буду каждому расписывать баллы, наверное, это будет немножко долго. Поэтому давайте корректно, аккуратно. Если видите, что можете баллы получить, я вам их добавлю. Мне не жалко. Никому из членов комиссии не жалко. Но если это обоснованно и соответствует критериям. Так, ну на этом, наверное, мы с вами закончим. Спасибо большое за внимание. Жду ваших вопросов. До свидания.